После длительного перерыва детским садам в Кыргызстане разрешено работать, но при соблюдении определенных условиях. В этом выпуске программы «Еще не вечер» мы поговорим об условиях работы детских садов в период пандемии с ведущим специалистом отдела дошкольного образования Министерства образования и науки Самаркулу Умралиевой. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Самаркул Кадралиевна, расскажите, пожалуйста, почему принято такое решение? Почему детским садам все же разрешили работать? Данная проблема актуальна тем, что на сегодня родители детей должны вести свою работу. Они должны активно работать и обеспечивать свою семью. Эти вопросы возникали с момента карантина, еще с апреля. И до сих пор, конечно, волнуют родителей. Во-первых, нигде оставить ребенка. Постоянно кого-то нанимать им очень сложно. Но кроме этого у нас есть образовательная программа. Хотелось бы, чтобы родители удостоверились в том, чтобы дети получили дошкольную программу образования. Она же является, особенно в старших группах, такой подготовительной к школе. Да, у нас сейчас, согласно новому стандарту школьного образования, обязательно ребенок должен пройти предшкольную подготовку, это 480 часов. Или же старшую группу ребенок должен пройти, чтобы быть подготовленным к школе. Это является основным, конечно, критерием для того, чтобы до школы перешли к офлайн обучению. И я так понимаю, что для детей в детском саду, учитывая то, как школьники сложно сейчас проходят вот этот период, учась в онлайн-режиме, детям в детских садах это еще сложнее, судя по всему. Конечно, очень сложно детям дошкольного возраста, учитывая возрастные критерии. А ведь у нас по законодательству дошкольной программой охватываются дети от 6 месяцев до 6-7 лет. В этой связи дети не самостоятельны для того, чтобы применить для обучения хотя бы интерактивные методы. Поэтому у дошкольной системы своя проблема. Первая, она озадачена тем, чтобы довести новые технологии обучения до родителей. И прежде всего у дошкольников стоит задача подтянуть всех родителей, обучить их, оказать им инструктивную, методическую помощь. А потом уже родители через себя доведут до маленьких наших малышей. Вот самая главная задача тоже здесь в критериях указана. А теперь расскажите, пожалуйста, про те условия, при которых детским садам можно будет продолжать свою работу, возобновить скорее. Если взять статистику, то у нас в Кыргызстане зарегистрировано юридическими лицами является свыше 1600 дошкольных образовательных организаций. И на сегодня возобновили работу после приказа Министерства образования свыше 6% дошкольных организаций. Это где-то около 100 детских садов. Это я имею в виду только государственные. Они сегодня работают в режиме онлайн для того, чтобы не было каких-то проблем со здоровьем детей, для того, чтобы обеспечить здорово оберегающую среду. Специально совместно Министерство образования совместно с Минздравом подготовила и направила уже инструкцию пошаговую. Она дает возможность проследить на первых этапах, что обеспечивать в детских садах, на вторых, на третьих. Это такая подробная инструкция на кыргызском, русском языках уже доведена, после чего уже 6% детских садов на сегодня возобновили работу. 6% детских садов, а почему именно такое количество стало работать? Только 6%. С чем почему? это связано? Это связано с рядом задач, которые указаны в инструкции. Одним из первых должно быть желание родителей подать ребенка, отправить в детский сад. Обязательно мы учитываем заявление родителей, их доброжелательность в подаче ребенка в детский сад. Второе, дошкольная образовательная организация должна подготовить все санитарно-эпидемиологические нормы. Для этого АИЛ УКМТ, мэрии городов обязательно должна выделить из своих средств, найти все необходимые средства для того, чтобы обеспечить санитарными
нормами и плюс доставить им мыломоющие средства. И, конечно, самое важное – это разрешение санэпидемстанции. Это региональные органы санэпидемстанции должны дать разрешение, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе или в районе, или в селе. Ну, другими словами, сейчас ответственность за работу детских садов, она в основном, ну, за возобновление работы, тем более в условиях пандемии, она в основном лежит на органах местного самоуправления. Нет, оно и изначально так было в Мгм. законодательстве. Санэпидемстанция, если какой-то грипп идет, то они обязательно делали заключение и предписание писали, что этот садик закрыт на такой-то период. А сейчас в связи со сложностью вообще в мире, то санэпидемстанции ложится, конечно, огромные задачи, чтобы дать разрешение. Мгм. Да. Ну, и это в тесной связи с местной администрацией. Обязательно. Согласно закону об образовании, согласно закону о дошкольном образовании, местные органы власти обеспечивают детские сады материально-технической базой. Это основное требование законодательства. С нашей стороны, с Министерства образования, нами были приняты ряд мер, где мы должны были обучить во время вот такой ситуации пандемии свыше 13 тысяч педагогов, педагогических работников и воспитателей. В этой связи нами была разработана пошаговый тоже план мероприятий, и мы во всех регионах успели охватить обучению, как работать педагогу во время пандемии. Кроме этого, Министерством образования организована работа по снятию видеоуроков. Это огромная помощь для родителей и для детей. Оно вот у нас уже с апреля месяца передается в студии Баластан. Мгм. Как относятся к этому сами педагоги, воспитатели детских садов? Я, знаете, хочу просто выразить слова благодарности нашей педагогической общественности. Наверное, они самые просвещенные люди. Я, конечно, о других не говорю, просто о своих коллегах. Они восприняли эту задачу как должное и обучились, и активировали себя, и выучили же все методы и технологии обучения. И сегодня они связываются на платформах WhatsApp, Zoom и других платформах и обучают продолжать родителей. И через родителей прослеживают работу детей, их рост, образование. Конечно, сложновато шестилетками, они должны идти в первый класс. Сложно, но вместе с тем мы еженедельно проводим мониторинг. Конечно, мы не можем промониторить успешность ребенка, уже возлагаем на педагога. Насколько охвачены, работают, нет ли заболевания массовое в детских садах, Министерством образования еженедельно на планерках под руководством министра обсуждается и анализируется. Мгм. А вот возвращение в относительно нормальный график работы, то есть оффлайн, вот возобновление работы детских садов, педагоги с энтузиазмом восприняли эту новость, большим, чем обучение Ну, по здесь, Zoom? конечно, есть разногласия, но если политическое решение будет, если решение нацбезопасности будет, то, конечно, мы все будем вынуждены выполнять обучающую программу. Конечно, основная масса, 80% педагогов выражают Ну, то есть они- благоприятно. Ага. Единственное, здесь у нас, мы когда обсуждали с руководством, с директорами детских садов, они выразили вот такую опасность. А вдруг педагоги заболеют, тогда что? Конечно, этот риск стоит. Ну, вот доступными средствами, там, теми Да, же но масками. в первую очередь строго-настрого сказано, чтобы педагоги были в масках в обязательном порядке. Все дезинфицирующие средства, начиная со входа детского сада, все соблюдается, вплоть до измерения температуры. Это обязательное Это требование обязательно при в работе первую очередь образовательных педагоги, учреждений которые сейчас. вперед приходят, а потом уже они принимают детей. Мгм. Почему я вот спросил об энтузиазме педагогов? У меня дети, они в школе уже учатся, и помните, был такой период, когда в один день разрешили школьникам учиться, а потом сказали, что лучше пока приостановить. И вот этот день учителя там, моих детей восприняли с энтузиазмом, с большим,
когда они сказали, что ой, наконец-то, а то вот через Zoom учеба, по большому счету, она ну, не такая, как в оффлайн, и поэтому вот интересно мне было мнение и воспитателей детских садов. Вы знаете, здесь больше трудностей испытывают школьные учителя, потому что работать в режиме онлайн им очень сложно. Ну, родители могут подумать, а что там, задание дали, да и все. Ну, я думаю, после А на вот этого самом года деле родители у уже так не педагога думают. Да. через онлайн проверять все задания, опять отправлять, это уже получается индивидуальная работа. Индивидуальная работа вообще по тарификации оценивается по-другому, работа педагога. А когда в классе, конечно, один раз можно сказать. А здесь с каждым разом, с каждым человеком все работа становится у педагога труднее. Ну и здесь у детского сада также. Конечно, объем, может быть, материала чуть ниже, но там свои особенности, это возрастные особенности детей. Чем меньше человек, чем труднее работать по возрасту с этим человечком. Мгм. Но удается вот даже вот с сегодняшнего дня, насколько я понимаю, сегодня вышел приказ о том, что детские сады могут возобновить свою работу, да, после длительных переговоров. Но вот до этого мы примерно с марта месяца находимся вот в таком режиме, когда дети на удаленке, ну не с марта, с четвертой четверти, вот педагогам детских садов, воспитателям, которым вы сказали, им 470 часов нужно перед тем, как пойти в школу, нужно пройти образовательный курс. Им вот в этих условиях удалось школьникам пройти все необходимое, которое вот за этот период им необходимо было пройти. Не школьникам, а предшкольникам. Да, вот смотрите, те дети, которые в апреле и в мае прошли предшколу, все педагоги перешли на онлайн и обучали. Конечно, было очень сложно. Во-первых, педагоги не были готовы к этому, но жизнь заставила. Через неделю они адаптировались и начали проводить. Эти дети к нам в сентябре пришли на оффлайн первый класс. Соответственно, программа 480 часов, он идет как годовая программа, предшкола. И первый класс, они резко друг от друга не отличаются. Это специально она сделана так, что каждый ребенок имеет право развиваться или же останавливается. Это физиология ребенка. Поэтому учитель начинает заново, и у нас есть 1,5-2 месяца для того, чтобы ребенка опять адаптировать и напомнить ему то, что он прошел. Это в любом классе так идет. Только в старшей уже посложнее тема. Поэтому вот сейчас идет время мониторинга. Мы в ноябре по итогам первой четверти проведем маленькое такое исследование, мониторинг, оценку и узнаем, насколько... Ну, мы будем брать только выборку 20%. Всю республику мы не сможем охватить. Как нам решат, 10% мы охватим или 20% дошкольных организаций, школьных организаций, которые приняли детей по итогам 480-часовой программы. А потом мы можем еще раз встретиться и дать оценку, обсудить. То есть предстоит еще посмотреть, Да. насколько Да. повлияло все-таки онлайн-образование на качество Да. образования, по крайней мере, у первоклашек. А у старшеклассников мы это узнаем, наверное, летом, когда они будут поступать. И то мы не будем измерять детей, потому что дети слишком маленькие еще. А, Мы будем обсуждать, у нас называется это полевое исследование, работать с педагогами. То есть вы первоклассников, хотите выяснить да. такое общее состояние Да, потому того... что детей не оценивают в первом классе. Ну Пока да, у них же еще идет безоценочная развитие система, ребенка. да. Да. Мгм. Что касается электронных очередей, вот буквально недавно мы беседовали с представителями мэрии, по крайней мере в Бишкеке, несколько детских садов уже вот-вот они будут сданы в эксплуатацию, и представитель мэрии сказала, что можно вставать в электронные очереди. При нынешних условиях есть ли смысл вставать в электронные очереди? Ну, нужно ли или можно подождать, если дети все равно вот не ходят в садик вот, физически? Ну, хотя вот с сегодняшнего дня они снова начнут ходить. Если на сайте Министерства образования эта дошкола уже зарегистрируется как уже существующая юридическая организация, то в обязательном порядке родителям, которые желают подать туда заявление, обязательно зарегистрироваться. А все материалы о регистрации, они могут зайти на сайт Министерства образования, полностью инструкция на кыргызском, на русском языке и в очень доступной форме имеется. Это прекрасная модель, система регистрации. И даже, я думаю, если ребенок родился, можно заранее зарегистрироваться, чтобы подождать свою очередь.
Ну, допустим, если они хотят 1,5 года ребенка сдать в детский сад, то они сейчас могут зарегистрироваться, и через 1,5 года уже у них будет занятое место. Это Другими дает словами. широкую возможность родителям. Если, допустим, они переедут, то очередь уйдет в тот садик, они могут только перерегистрироваться. Другими словами, встать в очередь в электронный в Обязательно. детский Если сад. только этот детский сад имеет уже юридическое такое основание. Ну, это же касается в основном государственных детских Да, да, садов, да. которым... Ну и частные, да, частные самостоятельно принимают. Мгм. Ну, из того, что вы сказали, я так понимаю, что и тут вы говорите, что с рождения ребенка можно встать в очередь, там система, она сама подбирает, ну, вернее, не подбирает, а сама считает, да, Считает, контролирует, да. И то есть- что-то изменить там мы не можем, потому что у нас такая программа. Она как раз направлена на антикоррупционные методы работы Министерства образования. И в электронную очередь уже можно Да. вставать и сейчас даже. Там даже менять невозможно что-то. Все И- предусмотрено. Да, И мы- все видно в электронном виде, да? Да, Какой даже по родители очереди могут, ребенок, допустим, что и как. встать в один детский сад, а потом видят, что там очереди много, они могут перелистать другие детские сады, где меньше детей зарегистрировано, можно даже туда встать. А тут имеет значение микроучасток, как в школах? Нет. Не имеет Нет, значения. не Можно в имеет любой значения. детский Да, сад в в любой пределах детский города сад, да. встать в электронную очередь. Кстати, к родителям я хочу обратиться и сказать, что в законе, ни в законе об образовании, ни в дошкольном, нигде не указывается, что именно по микроучастку. Это выбор родителей. Это касается дошкольного образования. Это дошкольного образования. Просто так получается чаще всего, потому что директора детских садов, ну, видимо, это при старой системе, когда ты приходишь в детский сад, директора обязательно уточняют, где ты живешь, и, возможно, оттуда пошла вот этот, ну, получается, это слух о том, что нужно вставать Нет, по приоритет, микроучастку. конечно, приоритет дают при приеме, может, какие-то документы неправильные, приоритет дают тем, которые проживают близко. Это даже и удобно же, чем через город везти. Но мы сейчас думаем о том, чтобы вот с учетом пандемии уже поближе детей организовать. Таким образом, почему в законе это не отражается, таким образом Министерство образования решает равные права детей для обучения в дошкольных организациях, равные. Ни в коем случае не дифференцируются. То есть, если мне нравится определенный детский сад, то я могу в него определить Конечно, своего да. ребенка. А потом детские сады имеют специальные свои программы. Есть прекрасная программа Монтессори, есть другие программы. Может, родитель хочет туда подать. Есть садики, которые с русским языком обучения, есть садики с кыргызским языком обучения. Учетом языка обучения родители имеют право выбрать. И у нас остается буквально пару минут. Хотел спросить вас о том, как регламентируется работа частных детских садов сейчас. Со стороны министерства вы же все равно ведете какой-то контроль их работы. Да. Частные детские сады обязательно должны зарегистрироваться в Министерстве образования и в соответствии с требованиями о лицензионном законе должны получить лицензию. Но если это уже лицензированное учебное заведение частное, то они имеют право принимать детей в пределах того контингента, который они нам заказали Министерство образования. Вот в пределах этого. Те инструкции, которые должны они пошагово соблюдать во время пандемии и теперь в последующем, наверное, всегда, они должны соблюдать наравне с государственными учреждениями. И у нас еще есть частно-государственное партнерство. Государство выразило такую волю, чтобы оказать частному сектору помощь. То есть какую-то часть оплаты берет государство и выделяет этой частному детскому саду. А родители тоже, у родителя уменьшается оплата в детский сад, потому что часть берет на себя государство. Есть такая форма. Это исполняют частные детские сады. Они также выполняют программу 480 часов, базовую дошкольную программу, имеют право принимать с 6 месяцев до 7 лет в соответствии с лицензионными нормативными требованиями. Как там указано, так и должны принимать. Любое нарушение, конечно, принимается как нарушение законодательства.
И особенно в условиях пандемии для всех Обязательно, да. правила абсолютно одинаковые. У частных детских садов нет преимущества перед Нету. государственными. Там, в Да. плане Единственное каких-то преимущество, послаблений. они принимают без электронной очереди. Мгм. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы и за беседу. Я напоминаю, что мы говорили об условиях работы детских садов на период пандемии с ведущим специалистом отдела дошкольного образования Министерства образования и науки Самаркулу Умралиевой. Это была программа «Еще не вечер». Эфир Алто-24 продолжается. Оставайтесь с нами.